Кошмар закончился! Я снова человек! Вот и подошла к концу история о монстрах на каникулах, и вышла заключительная ее часть, ставящая точку под названием «Монстры на каникулах. Трансформания». Для тех, кто следит за франшизой «Монстры на каникулах» в оригинале, они в первую очередь ассоциируют мультфильм с Адамом Сэндлером, точнее с его голосом, где он озвучивает главную роль Дракулы, и ему удалось гармонично передать характер сверхзаботливого отца, где с одной стороны он выглядит смешным, а с другой серьезным, довольно озабоченным и озадаченным воспитанием своей дочери. Ссылаясь на различные интервью с Адамом Сэндлером, по его словам, ему безумно нравится заниматься озвучкой этого персонажа, и поэтому для многих, кто смотрел мультфильм в оригинале на английском языке, стало сюрпризом тот факт, что главного героя озвучивает другой актер. В заключительной части истории его озвучил Брайан Халл, который известен как пародист, и у него уже был опыт ранее в озвучке Дракулы. Это было в короткометражном мультфильме «Монстрические питомцы». До конца точно не ясно, по какой причине Адам Сэндлер выпал из франшизы. Конечно, вокруг этого начали спекулировать, дескать, у него заключен контракт с Netflix, и по всей видимости именно он не дает ему сотрудничать с площадкой Amazon. Также одна из причин — это нежелание платить кругленькую сумму знаменитому комику. Занимательный факт, что когда Сэндлера взяли во франшизу «Монстры на каникулах», он подтянул всех своих друзей, он подтянул огромное количество звездных друзей комиков, таких как Дэвид Спейд, Стив Бушеми, а также приятеля Кевина Джеймса. Они появлялись таким дружным составом в таких фильмах, как «Одноклассники», «Чак и Ларри. Пожарная свадьба», были в озвучке «Пикселей», а также еще в сотни другой фильмов, начиная с 90-х годов. Следом за Сэндлером покинул проект и ранее упомянутый Кевин Джеймс, который озвучил Франкенштейна, и ему на замену пришел малоизвестный Брэд Эбрел. Все больше наводит на мысль о том, что было либо сокращение бюджета или экономия средств. В любом случае за этим кроется какая-то история, и не факт, что мы ее когда-то узнаем. С самого начала у франшизы было множество проблем, начиная с каких-то технических моментов, дат выпуска и заканчивая выбором человека на озвучку главной роли. Планировалось взять и попробовать таких актеров, как Майк Майерс, Джонни Депп, Джек Блэк, Ченнинг Татум, Люк Уилсон, Оуэн Уилсон, Юэн Макгрегор, Норт Макдональд, Дэна Карви, Бен Стиллер, Джо Джонас, Майкл Си Холл, Райан Гослинг и Стив Карелл. Из них всех Стив Карелл был ближе всего к получению главной роли, и когда Адам Сэндлер выпал, то Стива Карелла стали рассматривать снова на озвучку Дракулы. Звезда сериала «Офис», наверное, лучше всех подходит в качестве замены Сэндлера, но создатели опять, по всей видимости, споткнулись об гонорар артиста. Даже когда Адам Сэндлер был на пике своей популярности в 90-е, он все же не считался голливудской звездой номер один в жанре комедии. Это был, конечно же, единственный неповторимый Джим Керри, который золотил своим участием создателей таких картин, как «Тупой еще тупее», «Лжец-лжец» и «Эйс Вентура». Они просто взрывали прокат. И многим кажется странным, почему нет чего-то подобного с ним по типу Шрека или Истории игрушек. Джим Керри также рассматривался на роль Дракулы, его кандидатура возвращалась на рассмотрение для последнего фильма, только уже не на главную роль, а на роль Франкенштейна вместо Кевина Джеймса. И это немного странно, особенно учитывая, насколько разные эти копики в плане характеров и юмора. Геннадий Тартаковский в 90-е годы приложил руку ко многим мультфильмам от Cartoon Network, которые в итоге стали хитами, такие как «Лаборатория Декстера», «Powerpuff Girls» и «Самурай Джек», а также сам Джордж Лукас отобрал его для работы над анимацией «Звездные войны. Атака клонов», которые крутили по ТВ. Тартаковский совершил огромный скачок в своей карьере, когда в 2012 году возглавил создание полнометражного мультфильма «Монстры на каникулах». Это было его первый такой серьезный, огромный и дорогой проект, а также выполненный с помощью компьютерной анимации, а не нарисованной от руки. И в результате его самый большой хит. Он возвращался к созданию продолжения «Монстров на каникулах». Это вторая часть, и «Монстры на каникулах. Море зовет». К сожалению, когда пришло время выпускать четвертую, его убрали из режиссерского кресла. Опять же, по неоглашенным причинам. Может, решили уступить дорогу молодым, или опять же все уперлось в деньги. Но он не целиком и полностью покинул проект, а частично занимался консультацией команды, работавшей над четвертой частью «Монстров на каникулах». Селена Гомес никогда не была знаком того, что картина обречена на успех в плане кассовых сборов.
сборов, да, и известна она больше благодаря своей карьере в роли певицы, поэтому вряд ли кто-то удивился, что она не была первой или последней, кого рассматривали на роли Мэвис во франшизе «Монстры на каникулах». Первая в очереди была Майли Сайрус, и она не просто рассматривалась на роль, а прошла пробы и была утверждена, и уже даже начала записывать часть материала, пока не случился скандал с ее постом в социальных сетях, которым она полностью разрушила образ детско-дружелюбной медийной персоны, и таким образом Ханна Монтана отвалилась и пришлось искать замену. И можно сказать, что с Селеной Гомес создатели вытащили золотой билет. Она не только идеально подошла на роль Мэвис, а также занималась озвучкой во всех 4 фильмах про монстров на каникулах, в отличие от Адама Сэндлера и Кевина Джеймса. Последний крупный проект с ее участием вышел в 2021 году. Это сериал под названием «Убийство в одном здании». В то время как кинокарьера Майли Сайрус ограничивается самой ужасной серией «Черного зеркала» с ее участием. Изначально внешний вид Дракулы должен был быть другим, да и большая часть остальных персонажей тоже. Планировался более внушительный образ. Создатели хотели сделать напоминающий легендарного классического и пугающего Дракулу Бела Лугоши. Все изменилось, когда появился Адам Сэндлер, и вместо устрашающего он стал более мягким, а также создатели решили опереться на внешность Сэндлера и создали лицо Дракулы более напоминающим форму яйца, с чего сам Сэндлер неоднократно шутил в своих фильмах. Но все же от Бела Лугоши мультипликационной версии Дракулы достался стиль и прическа. Никто не будет отрицать, что вайб у Трансформании, 4-й части франшизы, отличается от 3 предыдущих. Нет несколько ключевых актеров озвучки, также нет предыдущего режиссера, а еще он сразу транслировался на Amazon Prime. И одна из главных причин, почему эта часть отличается от предыдущей, потому что сценарий писали абсолютно другие люди. Это новая команда, которая состояла из малоизвестных в кинобизнесе людей. Опять же, похоже на «Дорогу молодым» и «Свежую кровь». И это такой первый крупный проект для этих молодых сценаристов. А кассовые сборы покажут, может, и последний, кто знает. Граф Дракула — это выдуманный вампир, который в оригинальном романе наводил страх на Великобританию, который основан на реальном человеке, известном в истории как Влад III, также известен как Влад Пронзатель или Влад Дракула. Монстры на каникулах не заимствуют и не передают брутальную историю этой личности, но все же делают некоторые отсылки к нему, например, внешний вид и расположение гостиницы из мультфильма. Франкенштейн считается одним из лучших персонажей франшизы. Он не такой устрашающий и ужасный, как в оригинальном романе, как и не настолько тупой и глупый, как его обычно изображают в кино. Также Франкенштейна обычно изображают зеленым цветом кожи. Хоть первые фильмы про Франкенштейна и были черно-белыми, предполагалось, что монстр Франкенштейна должен быть зеленого цвета. Хотя Борис Карлов был окрашен в бледно-голубой цвет, и возвращаясь к мультфильму «Трансформания», можно сказать, что это тонкая отсылка к оригинальному фильму про Франкенштейна. На протяжении всей франшизы самым странным и чудным персонажем среди всех прочих является Джонни. И все потому, что он единственный человек в этой компашке монстров. И когда настал момент ему стать монстром, перед ним открылся бескрайний выбор, кем быть. Стать ли ему оборотнем или быть в стиле Франкенштейна, которым он притворялся в первом фильме, вампиром, и напридумывать кучу шуток в стиле «Сумерок», где материала хватило бы для отдельной части. И возникает вопрос: почему он был драконом? Немного выбивающийся образ от всех остальных, но это только на первый взгляд. На самом деле дракон — это отсылка к Дракуле, где Дракула в переводе с румынского означает дракон. Поэтому неудивительно, что когда Дракула превращается в человека, то Джонни, человек, превращается в кавычках в Дракулу. По сути, на протяжении всех частей Джонни для монстров является источником проблем. Дракула был довольно счастливым со своей дочерью, пока не появился этот нахальный человечишка, который спутал все карты. Сам Джонни вдохновлен 2 разными персонажами, где первый — это отсылка к наивному Джонатану Харкеру в исполнении Киану Ривза. Это адвокат, который навещал Дракулу и пострадал от него. Здесь же в мультфильме все наоборот. Дракула страдает от человека. А второй источник вдохновения — это живой и реальный человек, который озвучивал Джонни, сам Энди Сэмберг. По словам актера, который озвучил Джонни, что он постарался передать персонажу характер такой же, как и был у него в более юном возрасте. По всей видимости, свой переходной возраст он пережил с улыбкой на лице. Если так разобраться, то не существует ни одного фильма или мультфильма или еще чего-то о Дракуле, которые бы полностью опирались на оригинальный материал. Да, заимствуются персонажи и некоторые детали, а обо всем остальном идет полная импровизация. Иногда главный герой романтизирован,
Иногда он супергерой или сверхсущество, а иногда он просто глупый или наивный. Это были все интересные факты и истории, связанные с франшизой «Монстры на каникулах». Как заявляют создатели, «Трансформания» — это последняя часть, но такое мы неоднократно слышали и про историю игрушек, и про Шрека. Все, конечно же, будет зависеть от сборов, отзывов и амбиций студии. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Пишите в комментариях, что вы думаете о новой части или предыдущих частях, что вам в них нравится, а что нет. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.